Начало прошлого столетия для осетинского народа ознаменовано чередой кровавых событий. Против осетин был учинен геноцид. Осетины, отстаивая свое право жить на земле предков, понесли невосполнимые потери. Тысячи погибших и изгнанных, сотни сожженных сел. Грузинские изверги не щадили никого. Говоря о геноциде осетинского народа со стороны грузинских, как их назвать, я даже не знаю, шовинистов, фашистов. В общем, синонимов много. Я сейчас их не буду приводить. То, что они натворили уже в 20-х годах. Из-за этого они должны были хотя бы порицание от международного сообщества получить. Но ничего такого не произошло. Все, что касается вот этих жертв, да, я еще раз повторяю, я по-осетински это сказал, пока до конца никто этот вопрос не изучал. Я имею в виду, сколько, какие-то цифры есть у нас, сколько погибло людей, сколько было раненых, это приблизительно, сколько скота погибло, мелкого рогатого, крупного рогатого, сколько там этих деревень было сожжено и так далее. Очень много у нас, конечно же, погибло во время бегства на север. Я имею в виду и детей, и женщин, стариков. То, что народ уничтожался в течение нескольких веков, это факт. Начальная фаза полного уничтожения – это 20-е годы, а 8-й вариант, они уже хотели там просто закрыть замок. И чтобы на эту тему больше никто не говорил. Не получилось у них и не получится. Прошло 100 лет, но боль не утихает, а событиям тех лет еще не дана соответствующая оценка. Никто в мире пока не осудил действий грузинских меньшевиков. Руководством республики намечено ряд мероприятий, в частности выступления на различных площадках. В мире должны узнать о событиях 100-летней давности. И нам надо сделать все возможное, чтобы нас услышали и признали геноцид осетинского народа. Вот этот вопрос, который касается геноцида, был воспринят мировым сообществом, не всем мировым, хотя бы частью. Для этого наши представители должны выезжать с материалом. Даже вот с книгой Коста Пухаева, где он этот материал собирал и в Москве, в Москве, в Санкт-Петербурге, в архивах, в военном архиве он работал. К сожалению, у нас нету, сейчас повторяю, данных грузинских архивов, нету возможности. Но это когда-нибудь, может быть, будет. Но вот, чтобы человек, который отправляется, допустим, куда скажем, допустим, в Италию, да, чтобы у него на руках эта книга была, еще весь этот материал, который собран, другой материал. Потому что все в книгу не может быть, чтобы это вошло. Да? Все эти данные, которые касаются наших выступлений, собраний, совещаний по геноциду, вот этими, как сказать, малыми такими партиями. А без этого у нас вряд ли что получится. Если все это у нас не будет проработано в течение хотя бы 5 лет, я имею в виду признание хотя бы от 10 до 15 государств, то потом уже трудно будет что-то говорить, потому что время идет, и с собой очень много чего уносит. Даже есть пока такие не очевидцы, а дети этих очевидцев, которые от своих старших что-то слыхали. Признание геноцида зависит от нас самих. 20 июня в Южной Осетии почтят память жертв расправы, учиненной против нашего народа. Мы не имеем права забывать кровавые страницы нашей истории. Еще раз докажем, что, несмотря на неоднократные попытки истребить нас, мы сохранили нашу культуру, язык, а самое главное – возродили нашу государственность. Роза Тедеева, Фатима Чочиева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня.